Есть на становом хребте река, очень быстрая она, не глубока, и течет Алангро среди гор. Есть поселок там, Серебряный Бор. Это мы покоряли тайгу, на работу мы шли сквозь пургу. Нерюнгринскую строили ГРЭС, трубы тянутся ее до небес. Первый блок сдали мы в декабре, сосны стройные все в серебре. И запели в мороз провода, электричество дали тогда. Есть на становом хребте река, очень быстрая она, не глубока, и течет Алангро среди гор. Есть поселок там, Серебряный Бор. У меня ГРЭС ассоциировалась с двумя огромными трубами, похожими на жезл сотрудников ГИБДД. Больше я о станции ничего не знал, но узнать хотелось. И я мужественно боролся за место в автобусе. По дороге домой я задумался о своей будущей профессии, и вариант стать теплоэнергетиком показался мне очень даже ничего. Чубайсом я, конечно же, не стану, но попытаться, думаю, стоит. Комплекс ГРЭС чем-то напоминает живой организм. Генератор сердца, висящий на потолочных балках котел – легкие, нагнетающая кровь – горячий пар. Есть и мозг, блоки управления, через которые при помощи сложнейшей электроники и компьютеров координируются все процессы жизнедеятельности ГРЭС. И бесконечные нити кабелей опутывают станцию, как нервные волокна. Работа здесь не замирала ни на мгновение. Прежде чем выйти из здания ГРЭС, мы некоторое время стояли в помещении, где находились электрофильтры. Гигантская полость, как огромный резонатор, усиливала звуки, и постепенно возникало странное ощущение, будто здание дышит. 20 лет. По человеческим меркам срок немалый. Но и сегодня в Нерингре живут многие из тех, кто своими руками, своими знаниями, своими организаторскими способностями возводил жемчужину энергетики Южной Якутии – Нерюнгринскую ГРЭС. Имя этим людям – ветераны. Они не хуже любого историка-летописца расскажут вам о том, как это все начиналось. В своем фильме мы постараемся воссоздать атмосферу того времени, первостроителям напомнить, а молодежи рассказать о том, как в суровых условиях Крайнего Севера была построена ГРЭС. Жарким июльским днем 1974 года желто-голубой вертолет Ми-8, покружив над становым хребтом, опустился на долину с венкийским названием Алангро. Комиссия, в составе которой был и будущий директор еще не построенной станции Дмитрий Владимирович Букин, выбрал именно это живописное место под строительство ГРЭС. Впрочем, красота, как всегда, оказалась обманчива. Природа и здешний климат не позволяли энергостроителям расслабиться. Вечная мерзлота, заболоченность, высокая сейсмичность площадки, расположение ее почти 1000 метров над уровнем моря, большие перепады температур от минус 60 градусов зимой и до плюс 30 летом. Долина Алангро так просто не сдавалась. Приходилось работать, как говорится, на преодоление. Кто-то наверняка спросит, зачем это все было нужно? Ответ давным-давно дали геологи, обнаружившие, что Южная Якутия таит в своих недрах несметные богатства, в том числе уголь. Именно он стал виновником грандиозных перемен, пришедших на эту землю. В совершенно неосвоенном, малонаселенном районе предстояло построить один из крупнейших в мире угольный разрез, обогатительную фабрику, в конце концов, город со всеми его атрибутами. Осуществить все это было бы невозможно без энергии. Энергии человеческой и электрической.
И если люди, молодые и дерзкие, съезжали сюда из разных уголков Советского Союза, то проблему нехватки электроэнергии нужно было решать радикально. Не секрет, что существовавшая в ту пору Чульманская ГРЭС с ее малой установленной мощностью не отвечала новым требованиям. Так, в марте 1975 года строительная бригада на месте будущего поселка Серебряный Бор срубила первое дерево. А до пуска первого энергоблока станции оставалось целых 8 лет. Кто-то строит завод, тянет ЛЭП по тайге, а у нас будет ГРЭС, вехой в каждой судьбе. Ярче тысячи солнц свет зажжен в той глуши, что не годы, века прозябала в тиши. Мы разбудим тайгу ровным гулом турбин, и уже никогда ей заснуть не дадим. Город новый встает, что не в сказке сказать, лучше раз посмотреть, чем 100 раз описать. Будет город расти, с ним растут сыновья. У могучих машин дети сменят меня к этой новой земле. Сердцем мы приросли, и уже нет нигде нам дороже земли. Можно только догадываться, каким долгожданным для строителей ГРЭС был момент ее пуска. Ведь все прекрасно понимали, что предстояла действительно большая и трудоемкая работа. Строительство электростанции мощностью 1200 мегаватт в условиях Крайнего Севера мировая практика такого еще не видела. Доказать, что все это возможно и осуществимо, взялись проектировщики Нерюнгринской ГРЭС, специалисты Новосибирского института теплоэнергопроект и строители Управления Братскэнергострой. Пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний строителей связано с приходом на железнодорожную станцию ГРЭС первого поезда в августе 1978 года. Этого события ждали и искренне радовались ему как первой победе. Ведь впоследствии все тяжеловесное оборудование, которое поставляли для станции около 500 заводов-изготовителей, доставлялось прямо на строительную площадку так называемыми энергопоездами. 3 года потребовалось, чтобы возвести на реке Алангро плотину, в результате чего образовалось рукотворное водохранилище площадью 4,5 квадратных километра. Закладка дымовой трубы, способной выдержать даже самые сильные землетрясения, тоже стала важным этапом на пути к главному событию – пуску первого энергоблока. В 1983 году вот это была смена электрического цеха. Я работал начальником смены электроцеха. Володя Карпов старшим дымом и Слава Уткин старшим дымом. Значит, вот это дело было зимой. Холодно было. Холодно было. Вечернюю смену. А включение блока досталось нам. Ну, в принципе, включение энергоблока в сеть – это, в общем-то, нормальная рядовая рабочая ситуация. Просто включение первый раз этого блока в сеть – это, конечно, большая удача этой смены. Это чистая случайность. Помню, что я пришел на Молочный для включения, зашел Чубков. Говорит, ты счетчик записал? Я говорю, нет. Значит, пошел, нашел счетчик. Я точно даже и не знал, где он стоит. Нашел, записал показания счетчика. После этого, значит, делали попытку включения. Ну, а первое включение прошло, в общем-то, не совсем гладко, потому что выключатель сорвался с защелки на первом повороте ключа. Ну и начальнику лаборатории пришлось подержать эту защелку, чтобы включиться все-таки в сеть. И Валентин Васильевич со 2-го раза, к сожалению, но в сеть включился нормально. Включение блока – это не только поворот ключа. Тут задействовано столько народа, что, как сказать, ну вот сейчас волнение даже больше, да. Надо сказать, что волнения не было, была какая-то настолько напряженная эта вся ситуация была, что это была работа, некогда было волноваться. Я даже был в процессе работы, я даже не знал, в каком состоянии блок, когда придет время, значит, когда сойдутся эти все параметры в кучу, чтобы его включить. Ну, запомнилось единственное, что счастливые лица, когда выходили с блочного люди после включения блока, вот это запомнилось. Это был 1983 год уже прошлого века. Тогда, впрочем, как и сегодня, успех любого крупного предприятия зависел в том числе и от профессиональных качеств его директора, как теперь говорят, менеджера. В 20-летней истории Нерюнгринской ГРЭС таких людей было 5. Первый – Букин Дмитрий Владимирович. Он стал директором еще строящейся станции в 1975 году. Работа с изыскателями, проектировщиками, строителями, комплектация оборудования, подбор кадров – весь этот громоздкий труд лег на его плечи. Именно Дмитрий Владимирович принимал ключи из рук строителей при сдаче первого энергоблока. К
Кстати, памятный знак «Камень-уголь» на въезде в поселок энергетиков Серебряный Бор был изготовлен и установлен по настоянию первого директора НГРЭС. А вторым стал в 1985 году Бабков Виктор Иванович, приехавший из Якутска. При нем был пущен третий энергоблок станции, налаживалась эксплуатация первой очереди. На протяжении 2 лет своего руководства Виктор Иванович уделял большое внимание социальным и бытовым проблемам коллектива предприятия. Строилось жилье, детские сады, школы. В 1987 году с Чульманской ГРЭС на Нерюнгринскую станцию был направлен директором Александр Валентинович Крылов. Видимо, благодаря его знаниям и прекрасным организаторским способностям предприятие достигло пика выработки электроэнергии – более 3 миллиардов киловатт-часов в 1991 году. 4-й директор Нерюнгринской ГРЭС Чубков Валерий Михайлович, что называется технарь, легко и нестандартно решавший производственные проблемы. Это при нем число рационализаторских предложений в год перевалило за 300, причем большинство из них успешно внедрялось в производство, делая его более эффективным. Не будем забывать, что период времени с 94 по 98 год был не очень благополучным для страны в целом и производства в частности. Невыплаты заработных плат, массовые волнения и забастовочные движения – все это не обошло стороной и Нерюнгринскую ГРЭС. В том, что кризис на предприятии был преодолен с малыми потерями, безусловно, есть заслуга и Валерия Михайловича Чубкова. А в 1998 году станцию возглавил молодой и энергичный Олег Владимирович Тарасов. Первое испытание в новой должности его ожидало уже на 2-й день. Случился дефолт 1998 года. К этому времени у предприятия уже были многомесячные долги по заработной плате. Теперь с уверенностью можно сказать, что новый директор успешно справился с этим экзаменом. Производство медленно, но верно шло в гору, выплаты зарплаты стабилизировались, был обновлен коллектив ГРЭС. Олег Владимирович, кстати, потомственный энергетик, закончив Читинский политехнический институт, на Нерюнгринскую ГРЭС пришел в 1983 году, то есть с пуском ее первого энергоблока. Начинал машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию. В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «Менеджмент в условиях рынка». Квалификация – инженер-промтеплоэнергетик, менеджер высшей квалификации. Судя по всему, Олег Владимирович заслужил уважение не только коллектива родной станции, но и горожан. Сегодня он представляет их интересы в Государственной Думе Республики Илтумен. Но не будем отвлекаться от сегодняшней именинницы, то есть самой станции. А тщетные попытки с нашей стороны разобраться, что у нее внутри и как это все работает, не увенчались успехом. Ясно одно. Нерюнгринская ГРЭС настолько огромный и сложный организм, что простому обывателю и разобраться трудно. Ну, а тот, кто разбирается, заслуженно назовет станцию одной из самых мощных в дальневосточном регионе по выработке электрической и тепловой энергии. Достаточно сказать, что корпуса станции располагаются на территории площадью более 1000 гектар. Сегодня в состав НГРЭС входит старейшая станция Нерюнгринского района, Чульманская ТЭЦ, городская водогрейная котельная, а также магистральные и городские тепловые сети. Ну и, конечно, цеха, подразделения, отделы и еще раз цеха. Как говорится, вспомним всех поименно. Котлотурбинный, топливотранспортный, электроцех, участок тепловой автоматики и измерений, химический цех, цех гидротехнических сооружений, районные тепловые сети, участок грузоподъемных механизмов, цех централизованного ремонта, ремонтно-строительный и железнодорожный цеха, лаборатория металлов и сварки, автотранспортный цех, а также служба охраны труда, производственно-технический отдел, отдел материально-технического снабжения и комплектации, отдел подготовки и проведения ремонтов, планово-экономический отдел, отдел кадров, участок автоматизированных систем управления, административно-хозяйственный отдел, 18-я пожарная часть, спортсооружения, здравпункт, правком и, конечно, бухгалтерия. Впрочем, слова, как всегда, скупы, а за всеми этими названиями люди. Причем не десятки и даже не сотни, а тысячи людей. И нерюнгринских окон негасимый свет – это в первую очередь их труд. И то, что жители нашего города основательно подзабыли, что такое верное отключение электроэнергии и не вовремя начатый отопительный сезон, тоже, видимо, хороший показатель хорошей работы коллектива энергетиков. Коллектив Нерюнгринской ГРЭС насчитывает сегодня 2170 человек. Из них около 800 человек работают женщины. Надо сказать, что поскольку Нерюнгринская ГРЭС строилась в свое время как комсомольская стройка, то здесь присутствуют люди многих национальностей. Я думаю, не ошибусь и скажу, более 50 национальностей работает сегодня на Нерюнгринской ГРЭС. Возраст станции, в общем-то, будем говорить, сравнительно нормальный возраст имеет, более 40 лет.
На станции работает 257 руководителей и специалистов. Ну, остальные это рабочие и служащие. Образовательный уровень на станции, нужно сказать, очень высокий, потому что работают и на рабочих должностях, много со средним специальным образованием и с высшим образованием. И поскольку у нас ответственное производство, поэтому нужен обязательно соответствующий образовательный уровень. Сегодня на станции уже работают не только, как говорится, отцы и мамы, но работают уже их дети, и даже уже у некоторых работают внуки. Предприятие наше очень серьезное, пользуется большим авторитетом в городе, поэтому на станцию попасть очень трудно, и текучесть кадров у нас на станции небольшая. День рождения ГРЭС – это, конечно, в большей степени праздник ее ветеранов. Жизнь этих людей и история станции теперь неразрывно связаны друг с другом. Молодые специалисты, приехавшие на север лет 20 назад, а то и больше, сегодня уже пенсионеры. Конечно, многие из них и не раз были отмечены почетными званиями, грамотами и наградами. Но все-таки это не главное. Главное, когда помнят. И когда молодежь, приходящая на станцию, перенимает опыт у бывалых энергетиков. И когда их дети, для которых Якутия стала родиной, почему-то решают продолжить дело своих родителей и выбирают этот, поверьте, нелегкий труд. Кроме работы ради общей цели на Ниренгринской ГРЭС есть и другие вещи, не менее полезные, а главное приятные, которые объединяют и ветеранов, и молодых. Возьмем, к примеру, спортивную жизнь коллектива станции. То, что она вообще есть, это уже достойно всяческих похвал. Но этим дело не заканчивается. Количество, качество и регулярность соревнований, которые проводятся на станции, удивляют. 18 лет в спортзалах ГЭМа и водогрейной котельной проводится спартакиада, посвященная Дню энергетика. Каждый раз не менее 200 человек борются за награды в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, шахматы, бильярд и теннис. Более 20 лет команды Чульманская ТЭЦ, Алдана и, конечно, НГРЭС съезжаются все вместе, чтобы определить обладателя Кубка вызова по 5 видам спорта. В феврале 2002 года на хоккейном корте и на лыжне у поста ГАИ в поселке Серебряный Бор впервые состоялись соревнования, посвященные Национальному дню здоровья. Традиционная лыжная эстафета под названием «Весенняя лыжня» объединяет в марте работников самых разных подразделений станции, независимо от возраста и пола. Ну и, конечно, ежегодно на территории ГРЭС проходит легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в Великой Отечественной войне. А в июне 2003 года на стадионе спорткомплекса «Богатырь» прошел детско-юношеский турнир по футболу на приз «Кожаный мяч». Последние соревнования такого плана проходили в нашем городе по меньшей мере лет 15 назад. Идея возродить кожаный мяч появилась у директора ГРЭС Олега Владимировича Тарасова, кстати говоря, большого поклонника спорта. Похоже, что Ниренгринской ГРЭС всегда везло с директорами. Все они старались уделять спорту, особенно детскому, больше внимания. Еще в начале 80-х Дмитрий Владимирович Букин, первый директор, мечтал, чтобы ГРЭС обзавелась собственным яхт-клубом, и этой мечте суждено было сбыться. Яхт-клубом «Парус», о существовании которого в нашем городе знают далеко не все, руководит с 92 года Вячеслав Уткин. А многие из тех мальчишек, что проводят свои летние каникулы под раздувающимися парусами, участвовали в дальневосточных регатах в Владивостоке, проверяли себя в походах по рекам Якутии и знаменитом походе на Байкал. За 20 лет существования школы бокса на ее ринге зажглось немало ярких спортивных звездочек, чемпионов республики, Дальнего Востока, России. Конечно, не без помощи тренера высшей категории Анатолия Петровича Леошко, кстати, мастера ЦЦР. Более 20 лет назад, еще на строящейся станции, была организована секция хоккея. Сегодня это уже хоккейный клуб «Энергия», руководил которым долгие годы Константин Фаткулин. В копилке клуба много достойных побед. 2000 год – золото в первенстве республики. 2001 – снова первое место, теперь уже в чемпионате «Надежда Якутия». 2002 год – чемпионами России в новогоднем турнире «Будущие звезды российского хоккея» стали 7-летние воспитанники клуба «Энергия». Но коньки и клюшки не чужды и прекрасному полу. Третий год в клубе тренируется также команда девочек, которая уже успела занять первое место в чемпионате Якутии. В арсенале станции, пожалуй, есть все, чтобы ее работники и их дети могли держать себя в форме. Разумеется, спортивной. В конце 2002 года был достроен физкультурно-оздоровительный комплекс НГРЭС, оборудованный бассейном на 3 дорожки, спортивным залом с тренажерами, бильярдной, фитнес-залом, 2 саунами, русской баней, массажным кабинетом, зимним садом и баром. Такое изобилие здоровью навредить не может.
Впрочем, развлечения тоже вещь полезная. Как известно, у энергетиков не занимать энергии. Ее хватает с лихвой и на будни трудовые, спортивные, и на отдых. В традиционных конкурсах «Лучший по профессии», «День мастера» работники подразделений могут проявить не только профессиональные качества, но и артистичность, что, в общем-то, приветствуется. Энергетики не отстают и в городских мероприятиях, будь то ИСАХ, День здоровья или День отца. Одно из самых красочных летних зрелищ – День Нептуна на водохранилище – тоже творение работников ГРЭС и яхт-клуба «Парус». Организацией летнего отдыха занимается профсоюз и его недавно избранный председатель Константин Фаткулин. Нерюнгринские энергетики укрепляют здоровье в санаториях и домах отдыха. Кроме того, в их распоряжении базы отдыха «Налды» и «Тимптон». Дети сотрудников станции отдыхают в оздоровительных лагерях Амурской области, а также в Владивостоке, Геленджике. Может ли человек быть уверенным в своем завтрашнем дне? Это зависит от многих вещей, в том числе и от того, стабильно ли предприятие, на котором он работает. Такая стабильность, судя по показателям этих лет, на Нерюнгринской ГРЭС есть. Перспективы станции. Ближайшая перспектива – это продолжаем работать на восток, поставляем электроэнергию на Дальний Восток, Хабаровский край, Амурскую область. Также работа на экспорт – это Китай. На планы следующего года мы востребованы. Здесь же это участие в регулировании частоты по Востоку. Станции, готовые к первичному регулированию по Востоку, это не так много. Значит, мы одна из самых подготовленных к этому. Это дополнительная сервисная услуга для энергетиков, дополнительная оплата. Дальнейшая перспектива связана у нас с развитием района, республики. Это промышленность, добывающая, перерабатывающая. Я думаю, все понимают, что республика будет развиваться, и мы просто обречены на перспективное развитие. Но все это будет завтра. А сегодня многотысячный коллектив работников Нерюнгринской ГРЭС празднует свое 20-летие и принимает поздравления. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, энергетики, в этом году наш профессиональный праздник совпадает с юбилеем станции. Нам есть чем гордиться. Оглядываясь назад, я с теплотой вспоминаю все этапы нашей жизни. Особая благодарность первостроителям, построившим в этом суровом крае такую славную станцию, флагман энергетики Якутии. Желаю всем вам счастья, здоровья. Поздравляю династии, ветеранов наших. Поздравляю также нашу молодежь. Вам есть на кого равняться, вам есть кем гордиться. Я хочу, чтобы вы приняли эстафету у нашего старшего поколения и также с честью несли флаг Нерюнгринской ГРЭС. С праздником вас, дорогие друзья! Потеснив таежный простор, возвели мы поселок рабочий и назвали Серебряный Бор. Здесь над вольным южным краем под морозный гулкий треск мы на счастье звезду зажигаем, Нерюнгринскую ГРЭС. Удачник
мчался